В воздухе витает атмосфера праздника. Сотни людей собрались у подножия главного символа Магаса, да и всей Ингушетии – башни Согласия, чтобы поздравить столицу с днем рождения и послушать любимых исполнителей. Перед началом концерта всадники въезжают на площадь Алания, чем приятно удивили гостей мероприятия. Открывает праздничный концерт выступление танцевального ансамбля «Магас». На этот раз номер артистов исполнен в историческом стиле. Это не обычная хореографическая постановка, а вот с элементами театрала. Ну и хореография тоже будет присутствовать. Мы в ней показываем, как быт древних аланов. Звезды ингушской, кавказской и российской эстрады поздравляют со сцены своими песнями жителей Ингушетии. А гвоздем концертной программы смело можно назвать Виталия Гагунского. Актер прославился на всю страну, сыграв веселого и наивного спортсмена Кузю в молодежном сериале «Универ». Выйдя на сцену в спортивном костюме, зрители сразу узнали любимого персонажа. Этим и воспользовался артист. Мне сказали: пойдешь сюда, там Магас, там купишь пельмеши и кетчуп с майонезом. Это Магас? Ну все правильно, это Магас. Так мне в Магас. Вскоре актер выходит из своего образа, и перед зрителями предстает совсем другой человек – артист, певец, писатель, семьянин. Сегодня вместе с Виталием поздравить нашу столицу с праздником приехала его жена Анна и дочка Милана, которая даже подготовила для сегодняшнего концерта песню. Дух, который есть на Северном Кавказе, в кавказских людях, он помогает объединяться, помогает стремиться к хорошему. То есть я что в Москве салам алейкум через одного, что здесь салам алейкум каждому. Праздник сияет яркими красками, и этот день не может омрачить ничто. Поздравления слышатся на каждом углу. Тамара Мальсагова помнит, как впервые закладывался камень будущей столицы. Тогда еще сложно было представить, каким красивым и продвинутым станет Магас. Если вот так вот сравнить с тем, что было лет 10 назад и что сейчас мы приобрели, конечно, столица разрастается, столица развивается и во всех направлениях. И в культурном плане, и в социально-экономическом. И я думаю, что сегодня она может уже претендовать на одну из современных культурно таких интеллектуально-культурно развитых столиц, потому что у нас сейчас здесь есть все и для молодежи, и для людей старшего возраста отдохнуть, посидеть. Сегодня Магас – самый современный город в сравнительно молодом регионе страны. Здесь постоянно кипит работа, а такие яркие праздники в столице разбавляют повседневную суету. Поздравляют жителей столицы с Днем города первые лица региона – глава Ингушетии Юнусбек Евкуров и спикер парламента Зелимхан Евлоев. 24 года современному Магасу и 1075 лет древнему Магасу. Много веков, столетий проходит, много времени проходит, но история, она всегда остается. Кто хранит историю, у того всегда будет будущее. И я сегодня благодарен властям города за то, что они хранят, приумножают историю нашего города, красивого города, который строится, у которого еще все впереди. И то, что до сегодняшнего дня сделано, это только малая толика. Уверен, что завтра, послезавтра этого будет еще больше. Город у нас будет намного краше, намного лучше. И он будет привлекательным, так же, как и сегодня. Огромное количество людей его посещают каждый год. Город становится поистине уже таким туристическим потенциалом республики. Жителей Магаса с каждым днем становится все больше и больше. Мы сами видим, строятся социальные объекты, строятся жилые дома, создаются комфортные условия. В числе приглашенных почетных гостей глава города Пятигорск Андрей Скрипник. По его словам, Магас действительно солнечный, современный, просторный город. Я сегодня мэру сказал о том, что в городе Магасе есть велодорожка, а в Пятигорске пока нет, но она будет обязательно. Не знаю, будет она такой длины, но она обязательно будет. Я хочу сказать, вот те преобразования, которые сегодня есть, они действительно творческие и инновационные. У вас чистый, прекрасный, солнечный город.
жить в нем и радоваться. Я хочу сказать, что город-курорт Пятигорск является базовым городом для приезжающих на лечение. Люди, которые приезжают туда, они хотят посмотреть все красоты Северного Кавказа. И Магаз достоин того, чтобы наши российские граждане, которые приезжают на Кавказские минеральные воды, увидели эту красоту, увидели эти башни, увидели этот прекрасный город. В этот день звучало много поздравлений, и не только в адрес жителей Магаса. Каждый проживающий в Ингушетии человек к городу Солнца относится с большой теплотой. Амина Бокова, Хаваш Гойгов, Новости 24.